Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. У главного уролога Туркменистана за 2 месяца умерло минимум 3 пациента. Мамедберды Чарыевич Чарыев, главный уролог Туркменистана и заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии Государственного медицинского университета. Обращаясь к таким заслуженным врачам, пациенты, очевидно, должны им всецело доверять и чувствовать себя в надежных руках. Однако после операций, проведенных лично Чарыевым, только за 2 месяца 2023 года умерли как минимум 3 человека. Это заставляет нас в очередной раз вернуться к теме разрухи в туркменском здравоохранении. Бытует такое циничное мнение: у каждого врача есть свое кладбище. Оно означает, что врачи не застрахованы от смертей своих пациентов, и чем известнее и опытнее врач, тем якобы шире его личный скорбный список. Когда нам рассказали о первом умершем пациенте, Мамедберды Чарыева, мы тоже об этом подумали. Человек смертен и может скончаться даже в момент оказания ему помощи, и не стали публиковать эту историю. Но затем, в течение короткого срока, еще 2 незнакомых друг с другом источника сообщили о смертях новых пациентов доктора Чарыева. Это были мужчина и женщина, прооперированные им, причем все это были далеко не самые сложные случаи и не обреченные люди. В руках грамотного специалиста оба могли бы жить. 60-летнему жителю Марийского вилаята, редакции известны его личные данные, стало плохо в начале марта прошлого года. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, прописали лекарства от давления, а вечером, когда мужчине снова стало плохо, сказали, что у него подозрение на анемию. Семья решила показать мужчину ашхабадским врачам. В центре неотложной скорой помощи, в столице, пациента осмотрели, а затем на протяжении 4 дней полностью обследовали и вынесли заключение, что у человека слабое сердце и имеется воспаление мочевого пузыря. Пациента положили на лечение в тот же центр. Однако через пару дней мужчина сам попросился выписать его, чтобы лечиться дома. Врачи не возражали, но родственников предупредили: если кто-нибудь предложит операцию, то чтобы они не соглашались, сердце пациента может не выдержать. Дома в Мары мужчине вновь стало плохо. Приехавшие на вызов врачи в этот раз определили почечную недостаточность и посоветовали семье обратиться к Мамедберды Чарыеву, принимающему в лечебно-консультативном центре имени Ниязова. Врач после повторного полного обследования определил, что у пациента действительно почечная недостаточность и воспаление мочеиспускательного канала. Больного госпитализировали в это учреждение. Отметим, что помимо официальной стоимости лечения родственникам за каждое действие врачей и персонала приходится платить в карман. Доходит до того, что за 50-100 манатов врачи сами идут в регистратуру и кассу, чтобы оформить больного, обходя огромные очереди. Для первоначальной терапии близкие пациента закупили лекарств на сумму 1500 манатов. Еще 1000 была уплачена лично Мамедберды Чарыеву и его ассистенту Аймурату Теркешевичу Мухамедову. Только после этого врачи отдали команду начинать лечение и делать уколы. Однако, несмотря на получаемое лечение, пациенту с каждым днем становилось только хуже. 29 марта Чарыев вызвал его родных к себе в кабинет. Он сказал, что мужчине необходима операция. Близкие выразили опасения по поводу слабого сердца, но уролог пояснил, что вмешательство проведут под местным наркозом. Врач заверил, что давно делает такие операции, и пообещал, что все будет хорошо. Сразу после операции пенсионер и правда чувствовал себя неплохо. Но через пару часов у него открылось кровотечение и стал быстро меняться цвет кожи. Медики решили поместить пациента в реанимацию, уверяя родных, что все под контролем. Но до реанимации довести каталку они не успели, сердце мужчины остановилось. Когда близкие умершего предъявили Чарыеву претензии, тот заявил, что причиной смерти стали сердечное заболевание и COVID-19, которого, заметим по ходу, по версии властей в Туркменистане не было и нет. Врачи быстро заполнили документы, указав, что пациент поступил к ним с целым букетом заболеваний. А ассистент уролога Аймурат Мухамедов посоветовал семье считать случившееся волей Аллаха. Это не ново для Туркменистана. Ранее сообщалось, что в регионах также часто объясняют смерти младенцев Божьим промыслом. А за месяц до случая с марийским пациентом, 17 февраля того же прошлого года, скончался дальний родственник самого Чарыева. Главный уролог Туркменистана с тем же своим ассистентом
сделали операцию мужчине, который связан с Чаариевым родственными узами. Операция была не какая-то уникальная, а банальное удаление аденомы простаты. Подобные операции практикующие врачи проводят едва ли не ежедневно. Но и в этот раз, казалось бы, опытные доктора не смогли избежать печального исхода. Как и в случае с марийским пациентом, осложнение у мужчины наступило вскоре после операции, открылось кровотечение. Спасти пациента не удалось. Еще один человек скончался после вмешательства Чаариева примерно в то же время, в середине марта 2023 года. Это была женщина, причем самостоятельно пришедшая в больницу со своей сестрой. Из операционной ее вывезли накрытой белой простыней. Убитая горем сестра задавала лишь один вопрос: как так? Ведь это было рутинное вмешательство, никто не думал о смертельной опасности, пациентка вошла в учреждение своими ногами. Неизвестно, сколько всего подобных случаев удалось скрыть медикам и скольким семьям они дали совет смириться с волей Аллаха. Во всех трех описанных случаях с родственников взяли расписку о том, что претензий к врачам они не имеют. Хотя претензий много, от банальной коррупции в туркменской медицине и конкретно в этой больнице, до совершенно некомпетентных врачей, убивающих людей, которые пришли к ним за помощью. В Минздраве Туркменистана есть человек, принимающий жалобы на докторов, допустивших фатальные ошибки. Зовут его Мухаммед Гильды Бозаганович Эргешев, начальник лечебно-профилактического отдела. По поводу описанных случаев к нему также обращались, и он при родственниках умерших пытался дозвониться до уролога Чаариева. Но по телефону отвечали, что тот либо в университете, либо на очередной операции. Редакция Туркмен Ньюс получила рабочий номер телефона Эргешева, однако вместо обычных гудков в трубке слышны звуки, похожие на издаваемые модемом. По номеру, указанному на сайте Минздрава, как номер для обращения граждан, нас внимательно выслушали. На вопрос, какие меры принимаются по жалобам граждан в отношении конкретных врачей и проводится ли затем проверка, заявили, что не уполномочены отвечать на подобные вопросы. Других номеров, по которым мы могли бы дозвониться до Эргешева, нам не дали. Внимание привлекает тот факт, что критические ошибки в простых операциях допускает не врач сельской больницы. Хотя случается, что там лечат даже лучше, чем в Ашхабаде, а заслуженный доктор, отвечающий за обучение студентов основам хирургии и выступающий с речами в СМИ. Даже своих родных он не может прооперировать качественно. Это значит, что дело не в халатности и наплевательском отношении, а в реальной нехватке знаний и навыков. Если бы Чаариев мог грамотно оперировать, то нечего и сомневаться, что ради родственника он точно бы постарался. Добиться наказания врача близким умерших не удается. И дело не только в круговой поруке, которая имеет место в медицинской сфере, и не в коррупции в правоохранительных органах и прочих общеизвестных факторах. Есть еще такой момент. Если Мамед-Берды Чаариева снять с должности и даже отправить за решетку, то кто придет на его место в Ниязовской больнице и Туркменском медуниверситете? Каким образом страна пришла к такому состоянию в медицине? И это при том, что последние 17 лет этой страной управляет медик, прошедший все карьерные ступени, от врача сельской поликлиники до министра здравоохранения и вице-премьера, курировавшего это самое здравоохранение. Гурбангулы Берды Мухамедов, как никто другой, знает все проблемы туркменской медицины. Логично было бы, если первым, чем бы он занялся на своем посту, стало устранение проблем в своей же сфере. Но никаких реформ проведено не было. Не делается ничего и сейчас. Вот основные проблемы туркменской медицины, которые при желании можно легко устранить. Крайне низкий уровень подготовки учащихся и студентов туркменских медицинских учебных заведений, включая медуниверситет. Многие из них после окончания училища и даже вуза элементарно не умеют делать уколы. Старые советские кадры долгое время ценились. Но сейчас это уже пожилые люди, как минимум с 30-летним отставанием от передовых научных знаний. Нередко врач, которого по привычке считают опытным и компетентным, давно не является таковым. Организованное повышение квалификации производится крайне неудовлетворительно, а часто лишь для галочки. Прослушать лекцию немецких коллег, которые приезжают в Туркменистан для обследования членов семьи президента и заодно выступают перед туркменскими докторами, это для многих медиков все равно, что посетить субботник или чары. Не обязательно даже просыпаться.
Врачам, которые самостоятельно пытаются поддерживать связь с зарубежными коллегами и искать возможности для повышения квалификации за границей, руководство мешает, а не помогает. Вместо оказания всесторонней поддержки, главврачи предлагают докторам уволиться и поехать на международную конференцию как частное лицо, а по возвращении заново подать документы на работу. При этом никаких гарантий получить прежнее рабочее место никто не дает. Документы должны пройти через Минздрав и получить добро министра. Но на такую авантюру мало кто решается. Больницы переведены на хозрасчет, так что медики часто думают не столько о здоровье пациента, сколько о том, чтобы навязать ему максимально дорогостоящие услуги. Доходит до проведения ненужных хирургических операций, а роженицам в 90% случаев проводят кесарево сечение, и неважно, есть на то объективные показания или нет. Врачей, которые не согласны участвовать в этой деятельности, вытравливают из медучреждений. Те, кто учится за рубежом, теоретически могли бы спасти туркменскую медицину. Но, увы, эти молодые люди часто остаются жить и работать в той стране, где учились. Да и самые достойные из выпускников туркменских вузов последнее время успешно эмигрируют. Впрочем, об этом подробнее. В плане эмиграции особенно опасна в кавычках Россия. Там в медицине существует около 2 миллионов рабочих мест, что сравнимо с численностью всего трудоспособного населения Туркменистана. А число вакансий в данной сфере в 6 раз выше, чем для других позиций с высшим образованием. В Российской Федерации существует обширный государственный сектор медицины. Условия работы и оплата труда в городских и районных поликлиниках и больницах кажутся невыгодными местным специалистам. Российские медики стремятся либо уйти в частный сектор, либо уехать в большие города и реализовать свои таланты в крупных клиниках федерального значения. А вот мигрантам из Центральной Азии условия работы в российских государственных медучреждениях представляются очень выгодными в сравнении с тем, что они имеют у себя дома. Как результат, жители российских городов уже давно жалуются на засилье врачей, плохо говорящих по-русски. В дальнейшем кто-то из мигрантов остается на том же уровне, а кто-то, обладая необходимыми способностями, вслед за россиянами, переходит в частные клиники или в крупные научно-исследовательские институты, и это неплохая карьера. Например, в 2021 году лучшим онкологом Москвы был признан Мухаммед Сахет Сарыев из Туркменистана. В 2013 году он окончил Государственный медицинский университет в Ашхабаде и затем до 2015 года учился в ординатуре. С 2015 и по 2017 годы Сарыев работал зав. Отделением специальной хирургии военного госпиталя Мары, а в следующие 2017 и 2018 годах гинекологом в НИЦ Эн-Эмиахри в Ашхабаде. Затем молодой врач поступил в аспирантуру Московского национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, где в итоге и остался работать. Некоторые медики пользуются для упрощенной эмиграции российской программой переселения соотечественников. В последние годы соотечественниками стали признавать в том числе тех, кто имеет высококвалифицированную специальность. В 2020 году по этой программе получил гражданство Саид Джовмардов, окончивший Самарский государственный медицинский университет. По состоянию на февраль 2022 года по программе из 7 постсоветских стран, включая Туркменистан, в Россию переехало более 330 врачей. К сожалению, точное количество медиков из каждой конкретной страны не раскрывается. А, например, в Санкт-Петербург, по данным источников Turkmen News, недавно за один только месяц эмигрировали сразу 8 докторов из Дашогузского вилаята. Всего же в этом городе трудятся десятки туркменских врачей. Таким образом, радужные перспективы в эмиграции открываются не только для лучших туркменских медиков, но и для крепких середнячков, способных день за днем вести патронаж новорожденных или выдавать справки детсадовцам, гипсовать переломы в травмпункте или выписывать рецепты хроническим больным и мерить давление пенсионерам. На родине остаются те, кто не способен даже на это. А ведь есть еще и другие страны. Например, в Турции множество гражданок Туркменистана работают сиделками и нянями. Медицинское образование считается большим плюсом для подобных профессий. Из-за этого в Турцию массово утекает толковый средний медперсонал. Редакция Turkmen News попыталась связаться с Мамедберды Чарыевым и Аймуратом Мухамедовым. В отделении урологии Ниязовской больницы нам сказали, что первого нет на месте, а его ассистент, который участвовал в операциях со смертельным исходом, уже около полугода как уехал работать в Россию и как раз в Санкт-Петербург.
Неудивительно, что и пациенты тоже стремятся по всем сколько-нибудь серьезным поводам выезжать за рубеж. Причем речь не о передовых европейских странах, а о той же России, Турции, Индии, Иране и Узбекистане. Чтобы получить разрешение на конвертацию денег по госкурсу, необходимо заручиться признанием Минздравом лечения за рубежом необходимостью. Из-за этого врачебная помощь часто запаздывает. Ну и, конечно, тут, как и во всех сферах, в Туркменистане не последнюю роль играет коррупция. Чиновники не стесняются препятствовать тяжело больным людям в поездке на лечение, пока те не соберут достаточно денег на взятку. Ашхабад может стать достойным компромиссом между региональной медициной и иностранными государствами, тем более если учесть, что за годы независимости в стране были построены клиники с самым современным оборудованием. Но, как показывает опыт вышеописанных пациентов, далеко не всегда такие рассуждения оправданы. Фактически туркменское здравоохранение провалилось и оказалось отдано на аутсорс, то есть на сторону, туда, где выше качество предоставляемых услуг. Семья действующего президента, как известно, также отдает предпочтение медикам из Германии. Причем все это происходит в стране, где, напомним, отец президента и до недавнего времени сам бывший президентом по специальности врач. Сохраняющий серьезное влияние в Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедов когда-то был министром здравоохранения, а также являлся личным врачом Сапар Мурата Ниязова. Но собственное здоровье и здоровье своих близких он доверяет исключительно немецким специалистам. В Туркменистане строится большое количество новых медицинских центров, оборудованных по последнему слову медицинской техники и закупаемой за рубежом. Центры эти торжественно с помпой открываются, и все это широко демонстрируется по телевидению. Но, увы, этим все и ограничивается. Проходит время, и дорогостоящая аппаратура выходит из строя, а ремонтировать ее в стране некому. Некоторые экзотические в кавычках аппараты и вовсе стоят без использования, работать на них также некому по причине отсутствия нужных знаний. Такие вопросы, как подготовка кадров или грамотное управление персоналом, а также экономические аспекты системы здравоохранения, оказались для туркменских властей слишком сложными. Напомним, что государственное здравоохранение при этом является платным. В Туркменистане существует страховая система, но она позволяет лишь снизить стоимость лечения, но не компенсировать ее полностью. При этом пациентам приходится платить не только в кассу, но и в карман врачам. Как результат, порой выезд на лечение за рубеж оказывается даже более дешевым, чем попытки довольствоваться отечественной медициной. Так что же делать? В конечном счете все упирается в повышение открытости страны. Медицина, как и любая отрасль современной науки, не может развиваться изолированно, без практически ежедневных контактов с международным сообществом. При желании Туркменистан, как государство с богатыми природными ресурсами, мог бы сам в неограниченном количестве покупать в кавычках специалистов за рубежом. Так поступают, например, в богатых странах Персидского залива. В Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Катаре европейские и американские специалисты лечат людей, консультируют местных врачей, обучают студентов практике. Вместо того, чтобы тратиться на проведение Азиады и строительство Аркадага, власти могли бы вложить деньги в грамотных специалистов, предложив им высокую зарплату и создав все бытовые условия. Необходимо запустить государственные программы сотрудничества с зарубежными странами, наладить обмен врачей и студентов, принимать иностранных преподавателей у себя и отправлять наших студентов в ведущие медицинские вузы за рубежом. Соседний Казахстан за 30 лет смог подготовить по программе «Болашак» почти 13 тысяч специалистов в разных отраслях, в том числе в медицине. Государство там полностью финансировало обучение и проживание студентов за границей. Важно, чтобы нынешние доктора могли держать руку на пульсе в отношении современных методик обследования и лечения, для чего нужен нормальный интернет. Целевые приезды делегаций зарубежных медиков – это тоже неплохо. Но они должны не осматривать президентскую семью, а массово оказывать помощь разным категориям пациентов. Это широко практикуется, например, в Кыргызстане, где постоянно высаживаются врачебные десанты, то из Кувейта, то из России, а то из Кореи. Система медицинского образования, безусловно, требует серьезных реформ. Для их организации также следовало бы пригласить консультантов из-за рубежа. Даже не обязательно иностранцев. Уроженцы Туркменистана, понимающие специфику страны, но много лет проработавшие за рубежом, с радостью приняли бы приглашение властей и применили бы свой опыт на родине.
Систему финансирования и управления здравоохранением также нужно менять. Нельзя, чтобы заработок врача и доходы всей больницы зависели от чего-либо, кроме спасения жизни и улучшения здоровья пациентов. Можно сказать, что многое для развития медицины в стране уже сделано, остался последний шаг – заполнить все эти сверкающие помещения грамотными врачами. У нынешнего президента Сердара Бердымухамедова есть отличный шанс и все возможности вывести туркменскую медицину на качественно новый уровень, чтобы население страны могло получать квалифицированную медицинскую помощь у себя дома. Тем самым молодой президент заслуженно завоюет уважение и любовь граждан. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.